Первым вопросом повестки стал доклад руководителя региональной общественной приемной «Единой России» депутата Народного собрания Республики Ингушетия Розат Далгиевой. В своем выступлении она отметила, что в регионе функционирует не только региональная приемная, но и 9 местных, расположенных в различных городах и районах республики. Ими было организовано более 300 тематических и текущих приемов граждан, касающихся таких важных вопросов, как здравоохранение, образование и жилищно-коммунальных услуг. Также проведено 70 различных мероприятий, в том числе акции, приуроченные к памятным датам и предоставлению бесплатной юридической помощи. Кроме того, региональная общественная приемная активно включилась в работу по проектам Центр помощи участникам СВО и Центр психологической помощи участникам СВО и членам их семей, в рамках которых на базе региональной общественной приемной организован прием граждан из числа участников СВО и членов их семей на ежедневной основе, без предварительной записи. Также в рамках проекта по оказанию психологической помощи участникам СВО и членам их семей региональной общественной приемной организовано 16 онлайн-встреч с высококвалифицированных психологов и ведущих центров России с вдовами погибших участников СВО и другими их родственниками, нуждающимися в подобного рода помощи. Участники Совета отметили важность взаимодействия с населением и необходимость дальнейшего улучшения качества обслуживания граждан. Были рассмотрены конкретные меры успешного решения проблем жителей. По итогам рассмотрения обращения в региональную общественную приемную жительницы города Карабулак Мурзабековой к секретарю Ингушского регионального отделения партии «Единая Россия» Тунгоеву Магомеду Маровичу с просьбой об оказании содействия в ремонте кровли домовладения была незамедлительно оказана необходимая помощь. Также Коригова Залина обратилась в региональную общественную приемную к сенатору Хамчиеву Ирану Багаудиновичу по вопросу трудоустройства. В результате заявитель был определен на работу с испытательным сроком в региональную общественную приемную. В рамках заседания регионального политического совета Ингушского отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» был представлен доклад Ибрагима Картоева, руководителя регионального исполнительного комитета. В своем выступлении он осветил ключевые события текущего года, включая выборы президента Российской Федерации и главы Республики Ингушетия. Как вы правильно отметили, уважаемый Магомед Умарович, на 22-м съезде партии «Единая Россия», который прошла в этом году, 14 декабря текущего года, выступая на этом съезде, президент Российской Федерации, лидер нашей партии Владимир Владимирович Путин отметил основные 4 направления деятельности партии на следующий так называемый выборный период. Это период 2025-2026 год. Уважаемые коллеги, нас с вами ожидает, сложно не скажу, для телевидения, нас ожидает двухуровневая выборная система, выборные мероприятия, это связано с выборами 2026 года в Народное собрание Республики Ингушетия и выборы в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации. В своем докладе Картоев акцентировал внимание на том, что поддержка депутатами Народного собрания Республики кандидата от «Единой России» на выборах 8 сентября является подтверждением приверженности к политике президента Путина и главы Республики Калиматова. Он также рассказал о важности следовать политическому курсу лидеру партии поддержки участников специальной военной операции, отметив, что партия активно участвует в организации различных акций и мероприятий для помощи этим гражданам. Особое внимание уделяется детям участников СВО, а также многодетным и малообеспеченным семьям. Я бы, наверное, хотел выразить искренние слова благодарности, это не для красивого словца, в первую очередь нашим секретарям местного отделения партии, исполнительным секретарям, нашим депутатскому активу на местах. Это и горрайсоветы, это и депутаты наших сельских поселений за активную помощь непосредственно здесь на местах. Оказывается, непосредственно продуктовая помощь, иная помощь, продукты первой необходимости, товары первой необходимости, это и продукты, это и медикаменты, и все на свете. На сегодняшний день у нас в соответствии с нашей партийной платформой, называется она «Обращение», мы отработали более 100 обращений от непосредственно участников специальной операции, членов их семей. Я отмечу здесь, ни одно обращение не осталось без рассмотрения, без удовлетворения, в том числе в этом контексте это в первую очередь услуга наших партийцев на местах, это непосредственно наше местное отделение партии. На заседании были озвучены результаты работы по реализации проекта «Партийный десант», который позволяет следить за качеством и сроками выполнения работ по капитальному ремонту и строительству объектов. За время действия проекта в республике было проведено более 250 выездов, а также осуществлен значительный охват в СМИ и социальных сетях. А так, по наиболее серьезным проектам мы находимся в зеленой зоне. Я бы обозначил такие проекты, как историческая память,
городская среда, женское движение «Единой России», новая школа и ряд проектов, которые у нас очень удачно реализуются. Здесь в рамках реализации этого проекта «Историческая память» у нас в регионе, в том числе, как по всей стране, был проведен диктант Победы, где у нас в республике приняло участие более 2000 человек. Я надеюсь, что в следующем году, 25 апреля 2025 года, мы также примем участие, и количество не только площадок, уникальных площадок, но и количество участников, жителей республики максимально будет увеличено в разы. В завершении своего выступления Картоев призвал коллег продолжать активную работу и взаимодействие с населением, подчеркивая важность создания благоприятных условий для жизни и работы граждан региона. Отдельных сотрудников за активное участие в партийной жизни председатель Народного собрания Магомед Тумгоев наградил почетными грамотами. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.